Мои дорогие, доброй ночи, Биздик Хелшин, с вами снова Лейла. Друзья, это тот же день, что я выпустила ролик, где я приготовила сегодня гуся с галушками из нашей ингушской подливой. У меня сегодня поступил заказ, снова заказ готовой продукции и полуфабрикатов, ну и кое-что еще. Мясо мне поехал сын, купил. Мы все поужинали, посидели, почаевничали. Ребята уже пошли спать. А я хочу немножко все-таки сделать. Я хотела вообще-то сделать все полуфабрикаты сегодня, но сделаю не все, потому что так получилось. Мне позвонили и сказали, что завтра нам надо ехать в гости. Поэтому на завтра я уже заказ сделать просто не смогу, не успею. Я сначала хотела постараться его сделать, но потом мне прислала сообщение женщина, которая делала заказ. Я поняла, что она еще не спит, и поэтому я ее предупредила. Если не очень срочно, чтобы мне прям вот завтра не запахиваться с утра, то давайте я вам сделаю его на послезавтра. Она согласилась, потому что мне надо будет завтра ехать утром на рынок, закупаться, ехать в упаковочное. И, конечно, я время потеряю и не успею вовремя поехать на Маулид, буду потом психовать, нервничать. Поэтому решила как-то вот ее, раз я ее тем более предупредила, не буду завтра так бегом все это делать, на бегу. Сегодня приготовлю сколько смогу полуфабрикаты, это мне нужно сделать пельмени и вареники. А завтра уже буду делать готовую продукцию. Ну все, мне уже кто-то из комментариев написал, что я слишком много болтаю. Сейчас немножко просто, действительно, друзья, эти несколько дней у меня так хорошо, машалла, подписываются новые подписчики, поэтому немножко для них, хотя они и старые ролики, я вижу, что много комментариев именно под старыми роликами. Значит, нет, досмотрят и старые ролики. Но я сегодня не показала, как я делала тесто. Я как-то упустила этот момент, ну, каждый раз показывать тоже не хочется. Но раз сегодня я буду делать это тесто, я немножечко, может быть, вкратце быстро покажу, как делаю тесто. И с вами вместе нарежу мясо. Мясо мне купили, сейчас посмотрим, что за мясо. Я еще не смотрела в пакет, купил он мне вырезку. Ну все, друзья, действительно, наверное, много болтаю. Сейчас направлю камеру на стол и будем с вами замешивать тесто. Так, ну вот, друзья, я подготовила муку, воду, соль и масло. Так, значит, здесь у меня 2 килограмма муки, друзья. Но если дома, конечно, это для обычной семьи, если немного делаете заморозок, то это тесто будет много. Если хотите, можете ровно наполовину поделить, с килограмма сделать. Значит, на 2 килограмма муки у меня идет литр воды, холодной, обычной, из-под крана. Ну, вот такая вот третья часть. Я специально измерила, чтобы вам было легче. Вот 5 ложек растительного, 5 столовых ложек растительного масла. А так вот третья часть, 1/4 или, ну, вот сколько, вот как видите. Вот. В принципе, легче ложками даже измерить. Вот я специально измерила 5 столовых ложек. И 1 столовая ложка без горки. Без большой горки, вот так вот, соли. Все. И все из этого вот замешивается тесто. Можно сначала подумать, что тесто не замесится, что муки слишком много. Нет, все нормально, месить тоже не очень сложно. Все нормально как бы. Мне очень нравится работать с этим тестом. Я уже говорила много раз, что, в принципе, пробовала разные теста и дома, и на работе, когда работала. Но вот это тесто мне действительно нравится. Оно универсальное, из него хорошо получается все. Оно очень эластичное получается, вкусное. Девочки, вот многие мои подписчицы в личку мне даже благодарят, что им очень понравилось это тесто. Так,
Вот видите, кажется, как будто бы вот слишком много муки, и тесто не замесится. Нет, вы не бойтесь, а потихонечку собирайте его. Мука возьмется все равно. Может показаться, что будет очень сложно, но нет, ничего такого сложного нет. И долго его вымешивать тоже не надо. Так, ну давайте я вам не буду затягивать, или пусть будет так. Ладно, раз уж начала, покажу, пусть будет долго. Просто пока не хочу доску снимать, потому что мне сейчас надо нарезать мясо, пока будет настаиваться тесто. А то так бы выложить на доску, быстрее бы я закончила замешивать. Но не хочется менять эти доски. Все, видите, оно замесилось. Не буду больше затягивать вас. Вот я еще немножко помну, конечно, чтобы все это вместе собралось. Видите, вот муки почти нет. Там это все сейчас соберется и будет очень упругое, эластичное тесто, друзья. Вот, друзья, тесто я вымесила. Видите, оно упругое. Все, больше не буду замешивать. Теперь накрою крышкой, и оно постоит. Пусть стоит там минут 15-20, час, не мешает. Тем временем мы сейчас начнем разделывать мясо. Ну вот, друзья, сейчас займемся мясом. Так, посмотрим, что за мясо. Купили. Так, ну в полный рост. Сейчас мне его надо сначала промыть, а потом уже разделывать. Промыла, просушила. Теперь будем разделывать. Как видите, конечно, немножко жирноватое. Ему подсунули мясо. Придется. Хотя и не придется, зачем срезать. Пельмени тоже немножко должны быть жирные. Вот такой вот кусок мяса в вырезке. 450 рублей за килограмм. Тут 4 килограмма на 1800 рублей. Но видите, косточка здесь. Косточку придется вырезать. Так, на бульон будет. Ну, не буду показывать, как я разделываю мясо. Сниму вот эту пленку. Короче, подготовлю сейчас это мясо. И потом снова к вам подключусь. Будет слишком длинно. Ну вот, друзья, разделала я мясо. Значит, вот это мясо у меня для плова. У меня есть заказ на плов. Тут 1,5 килограмма. Она сказала, чтобы мясо было 1,5 килограмма, чтобы мясо было побольше. На килограмм риса 1,5 килограмма мяса. Конечно, немножко будет многовато, но клиент прав, как говорится. А это мы сейчас перекрутим на фарш. И будем делать пельмени. Так, друзья, ну вот, с мясом справилась. А теперь мы перезамесим тесто, чтобы оно было более такое однородное, эластичное. И уже займемся лепкой. Вот мои петушки в полночь уже кукарекают. Но я еще часок поработаю, друзья, и все. Вот, видите, какое оно гладенькое, податливое.
эластичная, как пластилин. Все, ну сейчас поставим, положим доску и займемся. Ну вот, друзья, с мясом я тоже разобралась. Для плова положила в морозилку, а это мясо мы сейчас пропустим через мясорубку, друзья. Ну, как пропускается мясо через мясорубку, я не буду в смысле вам показывать, но вот буду пропускать. Оно немножко жирненькое, но ничего. Пельмени будут очень вкусные, сочные и вкусные. Сейчас быстренько пропущу. Ну, там много. Короче, мне нужно килограмм мяса сделать и полкилограмма лука для пельменей приготовить. Сейчас приготовлю фарш и подключусь к вам снова. Так, ну вот, друзья, мясо я пропустила. Значит, я, к сожалению, забыла просто включить камеру. Приготовила перец и соль, хотела показать. Но, в принципе, как добавлять перец и соль, не обязательно, наверное, показывать. Короче, килограмм мяса, килограмм фарша получается. Чайная ложка с горочкой, такой, ну, не с большой прям горкой, а вот такой, с легкой горочкой соли. И пол чайной ложки черного перца, друзья. И вот вымесила фарш. И знаете, я что делаю? Вот вымесила и минут на 5-10 ставлю в холодильник, чтобы оно так как бы схватилось немножко, потому что бывает легче заворачивать в пельмень. Так, а это вот килограмм, который остался у меня, ну, чуть больше килограмма. Это уже на манты, наверное, потому что очень жирное. Даже и на манты будет слишком жирное, надо будет покупать такое, как бы постное постное мясо, чтобы добавить сюда. Сейчас я это мясо положу в холодильник. И все. Так, ну все, сейчас займемся тестом. Я направлю камеру вниз. Так, ну вот, друзья. Значит, тесто немножко постояло. Мы его сейчас помнем немножко, чтобы оно было нежное, эластичное, красивое. И можем заниматься уже лепкой. Но я долго не буду, часок поработаю все-таки, друзья. Остальное сделаю уже завтра спокойно, когда приеду от гостей. Вот. Видите, тесто хорошее, упругое, эластичное, самое главное. И такое получается очень нежное. Вот. Все, оно готово. Просто тесто, пока оно вот такое вроде бы крепкое, оно уже лежит и немножко начинает как бы смягчаться. Так, мы его теперь положим в кулечек и будем работать, доставая его из кулечка, чтобы оно не это самое, как его, не обветрилось. Вот так вот. Теперь срежем кусочек. Вот такое тесто, я надеюсь, видно. Вот, ну я сейчас его раскатаю, вырежу кружочки, потому что не буду, а то будет слишком долго. А мне еще же готовить блюдо, которое, ну, плов готовить нужно, еще кое-что. Точно еще не знаю, потому что заказ еще, она сказала, уточнит, что ей надо будет делать. И поэтому на раскатывание как бы теста не буду отнимать времени. Все. Сейчас раскатаю, сделаю кружочки. Ну вот, друзья, я сделала кружочки, уже разложила мясо. И теперь будем заворачивать пельмешки.
друзья, на сегодня я закончила. Сделала вот 2 лоточка и неполных этот. Больше не могу, пойду отдохну. Остальное сделаю. Мои дорогие, доброе утро. Эвзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, друзья, это продолжение как бы позавчерашнего ролика. Вчерашний ролик у меня загружается. Вчера я была в гостях. Я вам уже говорила об этом, что я собираюсь в гости. Это будет говориться. Ну, короче, вы уже знаете, что я была в гостях. Потому что ролик сейчас загружается. Перед этим у меня поступил заказ. Заказ на готовую продукцию, это полуфабрикаты. И мне нужно поехать вот сейчас срочно на рынок, тоже купить кое-что. Потому что она опять меня попросила, чтобы были еще и фрукты, и овощи, и ягоды. Как у меня получится, нужно купить еще, как ее, упаковку. Короче говоря, вот такой вот у меня сегодня опять насыщенный день. Позавчера, как вы видели, я сделала 2,5 лотка пельменей. А вчера была после обеда в гостях, и на обратном пути мы ехали, где-то был 8 час, да, по-моему, 8 час, около 8. Почти на подъезде к Кантышево такой ветер, прям ураган, ливень, дождь. Даже немножко и град был, пока мы ехали по дороге. Это было что-то, друзья. Мы приехали, света нет, а у меня-то заказ не сделан. Мне нужно было еще и пельмени долепить, и вареники долепить. И нет света. Думаю, что я буду делать? Неудобно. Я и так один день оттянула. Но все-таки, друзья, по воле Всевышнего в 10 часов дали свет, в 10 часов ночи. Я доделала свой заказ полуфабрикатов. И поэтому вот сегодня с утра, вот сейчас мне нужно сначала быстро просепарировать молоко, потому что с этим заказом у меня есть еще и сметана. Поэтому я сейчас пропущу молоко, и мы поедем на рынок. Быстро скуплю, что там надо, и займусь готовкой. Мне нужно купить курицу. Просто я упустила, надо было здесь купить, но придется там покупать. Поставила мясо размораживать на плов, который я покупала, почти оно разморозилось. Но пока я приеду, оно разморозится. И вот теперь я быстренько это сделаю, поеду. Не знаю точно, буду ли снимать на рынке, потому что, во-первых, уже и поздновато рынок, пока я доеду, будет уже как бы на завершении, потому что сын поехал на работу и сказал, приедет ближе к 9. Поэтому я чуть-чуть опаздываю ехать на рынок. Сейчас уже 8:30, но я сейчас быстро пропущу молоко. Если сниму, сниму. Не сниму, так хотя бы распаковку покажу, что я вам, что я купила. Ну вот, друзья, ладно, быстренько. И хоть вчера и был такой ливень и дождь... Пошел, Мельешь шаштян, хаэлч. А я здесь кусну. 310. Ну, 300. Заказ хороший. 10 дала. Если почем? 100 рублей. Сливы 70. Дай попробовать ее. Ну ладно. 100? Сладкий? Сладкий виноград. Арсан сладкий виноград, аюрят, собаза, тагнан, хажалиши. Мозму мерзюк. Чипин положи. Кила ya, ibi hajalishi. Sen bakma ne? Стас Михайлович, я носочка слушайте, скорее всего. 15 лет написал, девчонки люблю. Малина. Чуть дальше ехать, и на эту улицу, а следующую.
Эти более ящика 150. Ага. Марина, ходи. А, хорошо. Марина, сиди. Давай же, помню, зачем 40, 50, 60. Буду подшивать. Ну и вот, мои дорогие, я приехала с рынка. Ужас, какая жара. Так, что я купила? На рынке мы снимали буквально капелюлечку, поэтому, не знаю, может быть, даже и не вставим. Точно не могу вам сказать. Немножко Ибрагим там поснял, потому что у нас действительно времени в обрез. Так, значит, купила курочку. Такую курочку, ну, буду разделывать, все равно увидите. 350 рублей заплатила. Морковка 40 рублей за килограмм. Помидорчики на рынке, уже рынок закрыли, пока я бегала. Купила на дороге по 60 рублей. Конечно, дороговато. Так, значит, купила, заскочила в магазин. Мне нужен рис. Вот такой вот длиннозерный купила. Обычный рис купила. Рис для плова. 2 пачки спагетти. Мармеладки я люблю. Значит, 2 бутылки олейны по 130 рублей. Литровая бутылка. Вот такой вот соевый соус. Что еще? А вот виноград, и красный, и зеленый. Это все к заказу, друзья, большинство. Некоторые, конечно, нет, но вот черная смородина, малина, сливу купила. Так, малина была по 160 рублей. Была, если оптом, 150. Если покупать там в коробочке 4-5 килограмм, уже по 150. Представляете, как дешево? Мне надо будет в следующий раз поехать себе купить. Значит, ну здесь тоже мне останется, я ей только килограмм отдам. Персики купила за 100 рублей, вот такие вот. Лук был 25 рублей. Купила арбуз, купила дыню и упаковку. Начала и покажу все-таки арбуз. Вот этот вот арбуз 150 рублей мне обошелся. Дыня, правда, подороже. 50 рублей за килограмм. Она где-то на 230, что-то такое получилось. И они меня просили купить для себя упаковку, чтобы... Ну, им нужна, чтобы еду в больницу отправлять. Купила вот такие вот упаковочки. Значит, вот эти самые большие стоят по 18 рублей. Их 3 штуки я взяла. А вот эти вот, которые средние... Они по 14 рублей. Вот эти 16, по-моему, да, эти 16, эти 14 и эти 14. А такие вот маленькие по 12 рублей. Вот. Они мне не ответили, спрашивала, нужны ли ведерочки. Ну, я по 5 ведерочек купила, ответили только сейчас, им они не нужны. Ну, все, друзья, сейчас приступаю к своим приготовлением. И хочу показать вблизи малину. Посмотрите, какая она красивенькая. Прямо один в один. Так, друзья, разделывала я курочку в первую очередь. Поставлю ее немножко мариновать. Ну, времени много мариновать тоже нет.
Сейчас просто я ее разделала. Видите, хорошая курочка. Так, наверное, даже вот так вот на 4 части. Курочка крупная. Сейчас быстро промою. Так, друзья, значит, я курочку промыла. Теперь буду ее немножечко мариновать. Значит, так, что для этого мне нужно? Сначала налью сюда растительное масло, я надеюсь, видно. Я думала, Ибрагим будет дома и будет меня снимать. К сожалению, его забрал брат на работу все-таки. Так, теперь, что у меня тут? Тут у меня паприка. Я прямо в масло. Вот, паприка с дымком. Значит, чесночный перец. Ну, друзья, сказать количество я не смогу. Просто по вашему усмотрению. Пусть будет по чайной ложке. И, наверное, тут сколько вот на одну курицу? Ну, 5-6 ложек, наверное, было растительного масла. И приправу для курицы тоже я добавляю. Она очень вкусная. Мне нравится вот эта вот приправа. Так, немножко черного перца. Значит, сюда же соевый соус. Просто у меня сейчас нет времени, чтобы в уксусе мариновать пока и с чесноком, с растительным маслом, как обычно я делаю. Я много задержалась все-таки. Все. Перемешаем. Так, курочку я сначала посолю. Смотрю, видно или нет, потому что мне в тот раз под тем этим роликом писали, что я, в принципе, показываю спину. Оказывается, действительно, я заслоняла спиной то, что я делаю. Ну, теперь постаралась поставить камеру так. Так, у нас соевый соус тоже вроде бы соленый, поэтому не буду очень много солить. Так. Не разрезала эту часть. Так. Все. С солью справились. Теперь я сложу снова сюда. И налью сюда. Вот так вот. И теперь тщательно просто перемешаю. И оставлю хотя бы минут на 15, на 20, а потом уже, пока будет греться духовка, духовку я включу под навесом, потому что в кухне очень жарко, друзья. Я думала, после вчерашнего ливня долго не будет солнышка. Ну, хорошо, что солнышко есть, все хорошо. Так, все.
Все, пусть теперь курочка томится, как бы стоит, настаивается. Ставим и займемся дальше пловом. Так, забыла прикрепить микрофон и начала. Так, друзья, ну приступаем мы сейчас к готовке плова. Сразу я вам скажу, что я небольшой знаток, как его делать. Ну, как я его делаю, наверное, нельзя сказать, что это прям такой узбекский плов, как бы. Ну, вот как умею, так и делаю. Вроде бы нравится. Как вот мне говорит Ибрагим: мама, давай как-нибудь сходим, чтобы поесть настоящий узбекский плов. У нас есть такое кафе, по-моему, Андижан называется. Говорят, там хорошо делают, но я не знаю. Как-нибудь я ему обещала, но никак не выберусь. И хочу сделать его в казане и в сковороде, потому что, мне кажется, 1,5 килограмма мяса, рис, столько же моркови и лука в этот мой казанок не войдет, как бы. Так, ну все, друзья, потихонечку. Я, в принципе, не кулинар, не могу так много чему вас научить, но как просто показываю, как делать. Если что, просто не обессудьте. Я не говорю, что это правильно. Вот так вот тщательно промыла 7-8 раз рис. Тут у меня 1 килограмм риса для плова и ну где-то грамм 200-300 длиннозерного. Так, друзья, мясо у меня пока жарится. А сын у меня делает, как вот делают узбекский плов, наверное. Сначала обжаривает лук до такой степени, что прямо он у него там растворяется. Но я так не умею, не знаю. Я рискнула так сделать. Буду делать, как я делала. Так, значит, хочу положить уже курочку в духовку поставить. Так что мне кажется, не очень красно. Можно добавить паприки еще немножко, чтобы была более красная. Мне нравится, чтобы курочка была прям такого красного цвета. Как бы. Ну, она, конечно, и корочкой покрывается красной, но все равно, когда паприка, то она бывает красивее. Вот так вот. Так, с курочкой на гарнир они попросили просто отварить спагетти. Вот сделала огурчики малосольные. Все, теперь пусть немножко постоят. И тоже это для них. И, друзья, у меня, если что, потому что я вижу, что подписки идут, новые подписчики. Вдруг что захотите узнать, что да как, то малосольные огурчики у меня есть на канале. Прямо даже буквально недавно я показывала. Так. Я чищу смородину, руки почернели. Мне надо перекрутить еще килограмм смородины. Так, сначала я закидываю лук. Так, теперь добавим морковочку. Я довольно-таки крупной соломкой, ну не соломкой даже, а кусочками порезала морковку.
Так, друзья, сейчас будем солить и перчить. Так, у меня нет барбариса. Мой сын действительно добавляет очень много специй, все. И очень вкусный плов. Вот на костре он делает действительно очень вкусный плов. Как-нибудь я сниму, как он его делает от начала и до конца. И Гале я обещала показать. Надо будет купить баранину. Он любит именно. И самое главное, вот этот вот казанок, который, видите, по-моему, видно, не знаю, видно или нет, снимается, что его не хочется, почернил у меня изнутри. Он уже сколько, 2-3 раза подряд ставил его на огонь, и я никак не могу его вычистить. Сильно тереть сеткой я не хочу, потому что, говорят, это вредно. Вот так вот почернел мой казанок, а то был прям чистенький-чистенький внутри. Ну ладно. Я куплю себе кастрюлю чуть-чуть попозже. Казанки хочу купить, но чуть-чуть попозже. Пока будем довольствоваться посудой, то, что есть. Давно не покупаю никакой посуды. Лет 5-6 точно до замужества второй дочки как покупала. Все. И после этого никак ничего не получается ни купить, ни сделать. Ну все, друзья, пока пусть дальше продолжается. Нашла немножко приправы для плова. Что добавлю? Так, ну теперь уже будем засыпать рис. Так, теперь я добавлю воду. Ну вот, чтобы на 2 пальца прикрывала рис. И на сильном огне пока оставлю. До того, как вода выпарится до риса. Потом будем дальше действовать. Вот теперь мы прикроем их крышками, видите, и поставим на медленный огонь. Вот так вот. Так, и вот, друзья, после того, как мы прикрыли крышку, через 15 минут мы собираем как бы плов в центр вот так вот. Так делала у меня на работе моя, ну, второй повар наш, мясной повар. Не знаю. Я у нее как подсмотрела, как она делает. И с тех пор делаю так. Ну, немножко буду подсматривать, как делает мой сын. И тоже буду так делать. У Маринки тоже очень вкусный получался плов. Вообще готовила Марем очень вкусно. Это второй мясной повар наш. Как-то собирались мы встретиться вместе. Что-то никак не соберемся. И вот так вот промытый чеснок в центр. Теперь еще минут 15
плов будет томиться тоже опять-таки на медленном огне. Всё. Ну и со второй сковородой тоже сделаем ту же манипуляцию. Так, друзья, ну тем временем я уже хорошенечко поработала, можно сказать. Значит, огурчики малосольные посолила, смородину перекрутила, перемолола, добавила сахарку. Значит, килограмм у меня тут черной смородины и килограмм сахара. Время потратила, чистила ее, испачкала ногти все черные. Вот, теперь налью им в ведерочко, прополоскаю сначала. Так, ну вот, друзья, значит, ну, Петенька, значит, черную смородину, перекрученная через мясорубку с сахаром, и малину тоже перетерла я, ну, просто этой картофеломялкой перетерла, тоже с сахаром, 1 к 1. Теперь положим сюда, значит, огурчики малосольные. Потихонечку заказ. Курочка уже пожарилась, друзья. Так, интересно, в один контейнер войдет? Войдет. Все вместе со своим этим. А там она уже сама. Определите, что и как ей надо делать. Я и поменьше контейнеры купила на сей раз, хотя бы не скрываю камеру. Не закрываю камеру с собой. А то, друзья, мне очень неудобно. Мне многие этот ролик очень хорошо мой просмотрели. И прям вот многое то, что вот я спиной стояла и не было видно, как бы, что я делаю. Мне действительно очень неудобно. И сегодня я своим мальчикам говорю, мне комментарии написали, что я вот так вот неправильно стояла. И мне сын говорит, ну, этот средний сын, сейчас, говорит, плачет, наверное, как будто бы ей все написали, а скорее всего, говорит, несколько человек только написали. Я говорю, мне хватает, что и несколько сказали. Значит, это же моя ошибка. Так, ну, друзья, вы не строго меня пока судите, будем учиться. Потихонечку буду учиться и как-то будем делать так. Значит, все, теперь закроем крышками варенье. Ну, не вы. Ну, пусть будет варенье перетертое. Так. Так, что-то не плотная эта крышечка. Надо посмотреть. Не хочу банки. Все. Сметанку нельзя забыть, я уже залила. Так, где, интересно, такая крышка еще одна должна быть. С таким трудом закрыла вторую банку эту. Ведерко такое. Так. Так, теперь дальше. Теперь курочка. Так. Контейнер. Так.
Вкусно пахнет курочка. Так, в один контейнер не войдет, наверное. Лучше, наверное, я в 2 сделаю, да, как вам? Или войдет? Давайте-ка посмотрю. А спагетти я отдельно в контейнер положу. Еще не закипела, водичка поставила. Сейчас самое главное, сможем ли закрыть мы контейнер, как бы. Нужно смочь. Так, сейчас, минуточку. Так, посыпала зеленью и хочу немножечко этим жирком полить. Я и в процессе запекания тоже поливала вот этим вот своим выделившимся соком, жиром. Я немножечко ущипнула грудку. Мне показалось очень вкусной. Для меня, правда, немножко мне показалось солоноватой, но я ем практически не соленую пищу, так что, наверное, будет нормально. Так, вот теперь постараемся закрыть. Знаю, да. Мне как-то писали, что вредные пластиковые упаковки, но в какой упаковке я буду отправлять заказы, не знаю. Вот сколько вот я работала, 3 года у нас в кафе. Мы вот так вот отправляли все заказы. Удобно. Особенно если положить фольгу, то она практически и безвредна получается. Вот. Все. Потихонечку. Опять не заслонила я. Наверное, опять заслонила с собой. Ой, блин. Тоже мне вот, как-то надо поставить. С той стороны, что ли. Сейчас пересмотрю. Так. Ой, друзья, ну немножко заслоняла, но вы меня опять-таки извините. Сейчас чуть-чуть по-другому поставила камеру. Из меня, конечно, кулинарный бы повар был бы никудышний. Так, пока отставим сюда. Так, я уже начала перемешивать его. Так вот. Друзья, вкус я попробовала за камерой. Как говорил когда-то Аркадий Райкин, специфический. Кто меня похвалит, если не я сама? Извините, конечно, что так. Но, не знаю, мне понравился, если честно, вкус. Я его уже делала, плов этому, тот раз, когда я делала, помните, заказ у меня был на Уразу Байрам. Вот тогда тоже, говорит, этому мужчине очень понравился мой плов. Или плов, или каша в виде плова. Потому что я смотрела много роликов. Хочу лопаткой вот так вот лучше Конечно, делается не так. Так, это чесночок.
Ну так ничего, вроде бы и рассыпчатый, и на вкус действительно, друзья, мне понравился. И вкус приправ для плова, и острота. Правда, мы обычно кладем острый перчик, просто не разламывая его. Но на заказ я боюсь, потому что, во-первых, там у них и дети, и больные, кто его знает, можно им или нельзя. Вот так вот. В сковороде, которую я уже перемешала, все нормально. Надеюсь, видно же сейчас. Плохо снова видно, да? Вот так вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во! Вот теперь видно. Сейчас тоже будем упаковывать. Так, я большую одну упаковку уже использовала. У меня таких только 2, значит, придется в другие. Ну ладно, еще упаковки.
друзья. Вентилятор. И вот так вот спагетти тоже. Не стала я фольгу сюда ложить, потому что спагетти холодные уже. Я их промыла холодной водой и чуть-чуть растительного масла положила, чтобы они не слиплись. И перемешала. И все. Подогреют в микроволновке. Друзья, еще раз повторюсь, руки черные и ногти черные, потому что я смородину чистила, и смородину пропускала через мясорубку. Как-то их пока отпаривать у меня времени не было. Так. Теперь дальше что у меня? Посмотрим. Так, друзья, теперь потихонечку начнем продолжать наш заказ выполнять. Как бы. Так, огурчики свежие. Дальше помидорчики свежие. Так, виноград. Персики. Видно, по-моему, да, видно. Слива. Так, дальше. Творог домашний. Так, и сметанка. Пока еще не загустела, но вот домашняя сметанка. И чтобы не забыть, арбуз, дыня, ну и полуфабрикаты. Надо будет все сложить в пакет, коробку. Попросила сына коробку привезти из магазина. И вызываем такси. Так. Ну, вот так вот. Все вроде бы видно, да? Так, друзья, ну все, заказ закончен. Сейчас я запакую его быстренько. Арбуз и дыню вынесли. Единственное, что я переживаю за заморозки, не знаю. Потому где-то 40 километров. Как довезут, не разморозится. У меня нет термосумки. Не знаю. Короче, в эту коробку поместилось хорошее количество. И варенье поместила я сюда. Маленькие баночки.
смогут. Так, все. Так, вот, друзья, и полуфабрикаты. Значит, 5 килограмм у меня вареников с творогом и 4 килограмма вареника. Вот за них я переживаю, как бы они у меня не потаяли. Ну все, сейчас быстро отправлю. Ну все, друзья, заказ свой запаковала. Он уже в машине. На этом сегодняшний свой влог я закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия.